Попался на горячем. Власти Польши обвиняют вице-премьер-министра российской администрации Крыма в махинациях с документами. В страну он проник незаконно, говорит посол Украины в Польше Андрей Дещица. Представитель Крыма зарегистрировался на конференции ОБСЕ как член общественной организации, а для внутреннего потребления в России и жителей Крыма он является вице-премьер-министром, министром информации. В действительности он обманул всех, поскольку при регистрации и въезде в Польшу он изменил свою фамилию только для того, чтобы попасть на этот международный форум. Для въезда в Польшу Полонский использовал служебный загранпаспорт России, в котором сменил несколько букв написания фамилии на английском языке. В санкционных списках была одна фамилия, а в его паспорте другая, поэтому пограничная охрана не сориентировалась. Сам Полонский свое мошенничество не признает. Пророссийскому изданию «Крыминформ» заявил, в страну въехал абсолютно легально. Санкции в отношении меня Евросоюз не вводил. В страну я въехал на целиком законных основаниях. Мне сложно судить о том, каким образом в Польше принято путать фамилии. МИД Украины действия Полонского назвал очередной провокацией Кремля. Он зарегистрировался как представитель общественной организации «Русское сообщество Крыма». Тем самым, манипулируя нормами и принципами ОБСЕ, показал свою лицемерную сущность. Дмитрій Полонський, який прибув на засідання під прикриттям так званої громадської організації «Руська община Крима», починаючи свій виступ на засіданні, все ж таки насмілився сказати, що представляє так звану Республіку Крим Російської Федерації. Делегація України висловила рішучий протест, було відмовлено Полонському у продовженні виступу. Крім того, делегація України спільно з переважною більшістю присутніх на засіданні офіційних делегацій іноземних держав відразу вчинили демарш, покинувши залу засідання. В Украинской прокуратуре Крыма обрабатывают информацию о пребывании министра в Варшаву. Найближчим часом йому буде оголошена підозра у вчиненні злочинів. Низки злочинів – це, зокрема, і державна зрада, і посягання на територіальну цілісність держави. І будемо вживати заходів для оголошення його у розшук. В Польше уже запретили въезд Полонскому в Евросоюз. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марцин Войцеховский. Заявил, что он в списке. Как именно будет возвращаться Полонский, пока неизвестно. Эльвина Седбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР.